Добрый день. Сегодняшнюю передачу начну с цитирования жалобы одного из собственников помещения, направленной им в свою управляющую организацию через портал ЖКХ Чувашии, и ответа управляющей организации, опубликованного в этом же портале. 16 ноября 2020 года. Жалоба. Проспект Ленина, указан номер дома, номер квартиры. Батареи чуть теплые, горячая вода из крана вовсе не горячая, нет даже 40 градусов. За что мы платим свои деньги? Приходил на прошлой неделе мастер, сказал нам крепиться, но крепиться мы не собираемся. Принимайте меры, решайте вопрос с котельной, если эти проблемы из-за нее. Либо это заявление пойдет дальше, ибо терпеть это все уже надоело. В отличие от большинства публикаций в других интернет-ресурсах, автор жалобы не допустил в ней ни одного оскорбительного выражения или нецензурного выражения, явно сдерживает свои эмоции. Заявитель знает, что при температуре вовсе не горячей воды ниже плюс 40 градусов Цельсия плата за нее должна начисляться по тарифу холодного водоснабжения. Посмотрим, как на эту жалобу отреагировала управляющая организация. 20 ноября 2020 года. Ответ. Добрый день. Сообщаем, что 23 ноября 2020 года запланирован комиссионный осмотр по вашему обращению. Обращу внимание на то, о чем я уже не раз говорил. Заявитель 16 ноября в управляющую организацию обращается не с жалобой, а заявлением, явно не впервые. По предыдущему обращению мастер явился в квартиру, но никакого акта проверки не было составлено. Собственник не жалуется на низкую температуру воздуха в жилых помещениях, всего лишь сообщает о чуть теплых батареях. Нет жалобы на конкретную температуру горячей воды из конкретного крана, которая ниже нормативных плюс 60 градусов Цельсия. Задан простейший вопрос, ответ на который заведомо не требуется, так как содержится или должен содержаться в договоре управления домом. В заявлении нет просьбы снизить размер платы за отопление и горячую воду. Нет просьбы и произвести проверку качества предоставляемых коммунальных услуг. Управляющая организация, скорее всего, ее юрист или секретарь, бесспорно имеющие прочные навыки формальных отписок на обращение собственников помещений, в очередной раз действует по принципу «каков привет, таков и ответ». Он не просто издевательский по сути. Этот ответ свидетельствует о стопроцентной уверенности руководителей управляющей организации в своей полной безнаказанности и бесконтрольности. В ином случае управляющая организация не заявляла бы всему миру, что, наплевав на все законы Российской Федерации, она вместо максимального срока начала комиссионной проверки 2 часов производит 2 часов соизволит такую же проверку провести, но через неделю, то есть спустя 168 часов. Почти уверен, что через полмесяца после своей угрозы проигнорированного предупреждения управляющей организации об обращении в иные органы, заявитель обидчика все же простил.
Не воспользуется он и своими правами требовать не только снижения размера платы за ненадлежащее качество услуг, но и выплаты штрафа за необоснованное увеличение размера платы за коммунальные услуги. Уверенность управляющей организации в своей безнаказанности таким образом, конечно, только окрепла. Ведь в этом доме собственники не удосужились выбрать совет многоквартирного дома, сектор муниципального жилищного контроля администрации города и Госжилинспекции Чувашской Республики сошлются на правительственное постановление о запрете выездных проверок до конца 2020 года, а прокуратура сошлется на то, что все жалобы на ненадлежащее качество коммунальных услуг обязаны рассмотреть именно указанные выше органы контроля и надзора в сфере ЖКХ. Теперь посмотрим, какой порядок и какие сроки рассмотрения обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения администрации города, органам местного самоуправления установлены правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года номер 808. Изложу их своими словами, применительно к нашему городу. В течение отопительного периода круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в администрации города осуществляют специально назначенные должностные лица. Информация о порядке подачи обращений потребителей и перечни необходимых документов должна быть размещена на официальном сайте города. Обращения потребителей и граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия заключенного в письменной форме договора теплоснабжения. Жалобы могут подаваться в письменной или устной форме, в том числе по телефону. Регистрируются в журнале регистрации жалоб, обращений. После определения характера обращения потребителя должностное лицо администрации города обязано проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих факты, изложенные в его обращении. В течение 3 часов с даты регистрации обращения потребителя направить его копию, уведомить в МП УК ЖКХ и направить запрос о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения. При этом дату отправки запроса зарегистрировать в журнале регистрации жалоб обращений. МП УК ЖКХ, в свою очередь, обязана ответить на запрос должностного лица администрации города в течение 3 часов со времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок администрация города в течение 3 часов информирует об этом органы прокуратуры. После получения ответа от МП УК ЖКХ должностное лицо администрации города в течение 6 часов обязано совместно с МП УК ЖКХ определить причины нарушения параметров надежности теплоснабжения, установить, имеются ли подобные обращения, жалобы от других потребителей, теплоснабжение которых осуществляется МП УК ЖКХ. Проверить наличие подобных обращений потребителям в прошлом по соответствующим объектам. При необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей.
при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести МПУК ЖКХ предписание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий. Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 24 часов с даты его поступления. Дата и время отправки должны быть отмечены в журнале регистрации жалоб обращений. Должностное лицо администрации города обязано проконтролировать исполнение предписания теплоснабжающей организации. Как и телезрителям, мне тоже интересно, часто ли жалобы на надежность теплоснабжения хотя бы от потребителей, проживающих в муниципальных квартирах, администрацией города рассматривается с соблюдением этих правил. Надеюсь, что в последующих передачах из рубрики «Кто в доме хозяин» более компетентные и конкретные ответы о проблемах отопительного периода и принимающих управляющими организациями и МПУК ЖКХ мерах дадут их руководители и специалисты, отдел ЖКХ и сектор муниципального жилищного контроля, правовой отдел администрации города. Благодарю за внимание. Желаю, чтобы зимние месяцы были бы всеми пережиты в тепле и комфорте. В адрес управляющих организаций МПУК ЖКХ высказывалось больше заслуженных слов благодарности и меньше жалоб и претензий. До следующей встречи.